Здравствуйте, в эфире новости. Начнем с краткого обзора событий. Взрослые и дети поступают в больницы региона. Диагноз коронавирус. Об эпидситуации расскажем подробно. Озимые пополняют закрома. Каким выдался урожай в сельхозпредприятии «Магаз». Бахчевые без неприятных последствий. Роспотребнадзор советует повременить с покупкой сладких ягод. Вопросы технического оснащения медучреждений республики новым оборудованием в рамках реализации нацпроекта обсудили в правительстве Ингушетии на совещании под председательством Махмуда Али Калиматова. В Ингушетии по нацпроекту здравоохранения реализуется мероприятие 6 региональных проектов. Ключевой темой в развитии региональной системы здравоохранения является решение проблем с технической составляющей. По данным Минздрава, на текущий год запланировано приобретение 23 единиц медоборудования в республиканский онкологический диспансер, в том числе аппарата МРТ. Помещение, под которое находится на стадии подготовки. Для поставки в региональный сосудистый центр и сосудистое отделение запланировано приобретение спецтехники, в том числе аппарата компьютерной томографии для первичного сосудистого отделения Сунжицкой центральной районной больницы. Кроме того, руководитель ведомства отметила, что запросы на приобретение медоборудования составляются для учреждений в различных районах Ингушетии. Глава дал поручение по окончанию отчетного периода в конце года предоставить подробный анализ по ситуации в каждой приобретенной единицы оборудования, а также по организации условий эксплуатации и обслуживания аппаратов. Коронавирус все еще среди нас. В Ингушетии за сутки выявили 11 заболевших COVID-19. Таким образом, в регионе за весь период зафиксировано 3459 заразившихся, 2607 человек выздоровели. Пиковые значения преодолены, но говорить, что эпидситуация благоприятная, пока еще рано. В Назрановской районной больнице находится 44 пациента, 2 в реанимации, 1 под аппаратом ИВЛ. Из красной зоны репортаж Светланы Томовой. Именно в таком тяжелом состоянии с одышкой попала в Назрановскую районную больницу Айшет Альдеева. Почти неделю она провела дома, думая, что это обычная простуда. Но постоянная температура и ломота в теле стали сигналом для родственников, что это, возможно, не только симптомы ОРВИ. И экстренно доставили Айшет на скорой в больницу. Сейчас женщина чувствует себя гораздо лучше. Депредина хамче так деп цез я хатсакет самтдеш тагни сохни дина жа хама хачпер чор болиёс телевидение кайпе бож юз болжарс да хадахтач алла да вяриа соша масошлура президента визинда мискшна кажеш. Герихан Катиев уже 8-й день находится в больнице. Чувствуя слабость в теле, мужчина больше стал проводить время на свежем воздухе. Когда дыхание стало тяжелее, ночевал, признается Герихан, во дворе под навесом. Те 2 дня прошли как во сне. Затем все же пришлось вызывать скорую. Сейчас состояние Герихана намного лучше. Могу дышать полной грудью, признается он. Температура давление 140 маяс. Все нормально, сегодня 8-й день я здесь нахожусь. Врач дикач, мачи, медперсонал дикач. Пациенты в Назрановскую районную больницу поступают через эти двери. Первый осмотр проводят дежурные врачи. Главное, что необходимо сделать, это проверить сатурацию кислорода в крови. Это позволит понять состояние пациента в настоящий момент. В первую очередь пульс, затем сатурация. Простыми словами, это степень насыщения кислородом крови. Он необходим при отделении, поскольку позволяет нам оценить тяжесть больного и определить его, в принципе, выставить ему показания для госпитализации. Немного со страхом спрашиваю, у меня все нормально? Да. Ну, у вас сатурация немножко понижена, это все естественно, поскольку вы сейчас находитесь в респираторе. Это в респираторе, это, в принципе, нормально.
Вирус отступает, но не убит, признаются врачи. Около 3500 подтвержденных случаев COVID-19. Такова статистика в Ингушетии на 21 июля. В настоящий момент в Назрановской районной больнице находится 44 пациента с коронавирусной инфекцией, 2 из которых в отделении реанимации, 1 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лидия Богатырева в больнице находится со 2 июля. У женщины сахарный диабет. Как и остальные пациенты, она чувствовала слабость и недомогание. Не дождавшись улучшения, поехала делать КТ. Там и обнаружили двустороннее воспаление легких. Лидия признается, что благодаря нашим врачам она чувствует себя намного лучше. Правда, временами, как и сегодня, бывает одышка, потому необходимо бывает подключить кислород. У меня было состояние, я в средней тяжести поступила, потом мне еще хуже было. Ну вот я выкарабкалась. Во-первых, благодаря Аллаху, благодаря этим врачам. Отношение врачей меня удивляет. Что средний персонал, что старший медперсонал, что лечащий врач. Такие чуткие, такие внимательные. Я просто приятно удивлена. Дай Бог большого счастья врачам. Очень хорошо относится. Магомеду Ульянову 56 лет. Никакими серьезными заболеваниями не страдает. Откуда мог подцепить эту заразу, не понимает. Признается, что со дня самоизоляции находился дома и старался по возможности не выходить. Именно вот гриппозную. Я думал, грипп поэтому. Все внимание уделял. Да. Я 2 дома лежал, смотрел. А потом уже кости начал ломить. Температура начала подниматься. Потом поехал, сделал КТ и там подтвердилось. Магомед Базгиев с первого дня коронавирусной инфекции практически без сна и отдыха находится на своем рабочем месте. По его словам, ситуация вокруг COVID-19 все еще остается напряженной. Практически каждый день люди продолжают поступать в больницы. Врачи в один голос твердят, не надо доводить ситуацию до крайностей. При первых же симптомах недомогания необходимо незамедлительно обращаться в больницу и, конечно же, избегать мест скопления людей. В связи с ограничением этого режима, сейчас более-менее разрешительный он стал, свадьбы, всякие мероприятия. Но хотелось бы обратить внимание на то, что после каждого воскресного дня, то есть мероприятия, которые проводятся, свадьбы, там такие мероприятия на отдыхе, на 3-й, на 4-й день, соответственно, вот периоду заражения коронавирусом, выявления его на 3-й, на 4-й день у нас появляются пациенты. Что хотелось бы, чтобы люди меньше все-таки контактили, соблюдали дистанционный режим, соблюдали масочный режим. Ведь на мероприятия свадебные никак не соблюдешь это все. Коронавирус не щадит никого. Среди больных как взрослые, так и самые маленькие. 13 детей с диагнозом COVID-19 проходят лечение и в детской республиканской клинической больнице. 4 из них находятся в реанимационном отделении, 2 на аппарате ИВЛ. По словам Лемки Кациевой, во многих случаях родители поздно обращаются за помощью к врачам, но специалисты делают все возможное, чтобы спасти малышей. На территории нашей республики сохраняется не очень хорошая тенденция, которая складывается в отношении детского населения. У нас вызывает тревогу наши дети, это груднички. Дети, как правило, чаще страдают те, у которых есть какие-либо пороки, и дети, которые выжидают время для проведения оперативного вмешательства. Это группа риска, и поэтому убедительная просьба будет к родителям: обращайте внимание на своих деточек. По словам замминистра здравоохранения, говорить о том, что болезнь осталась позади, очень рано. Благодаря вовремя принятым мерам властями региона удалось избежать в республике катастрофического развития событий. За всем этим стоит колоссальный труд врачей, среднего и младшего медперсонала. Правда, расслабляться еще рано. Есть необходимость соблюдать элементарные нормы санэпидрежима. Можно сказать, что на протяжении уже больше чем 3 недели мы регистрируем повышение обращаемости населения и увеличение количества стационарных больных, а это, как правило, больные со средней и с тяжелой степенью заболевания. На сегодняшний момент у нас находится больше 160 пациентов в наших стационарах республики.
И среди них увеличивается количество тяжелобольных людей, которые находятся в реанимации. Мы тоже видим, как они пропорционально прогрессии, и их количество увеличивается. Несмотря на все погодные условия и мифы относительно того, что в жару ковид не передается, однако статистика – это вещь неумолимая, и мы видим, что количество больных в наших стационарах не уменьшается. По словам специалистов, в группе риска все еще остаются люди в возрасте. Именно они чаще всего погибают от тяжелой пневмонии. Легче всего болезнь переносят дети и молодежь. Медики призывают ради собственного здоровья и жизни близких важно при первых же симптомах вовремя вызвать участкового врача на дом и следовать строго его инструкции. Светлана Томова, Магомед Белокиев. Новости 24. Глава центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от ковид. Прививать от коронавируса в первую очередь следует учителей, пенсионеров и тех, кто работает и живет в скучных коллективах. Противопоказанием для вакцинации, однако, могут быть аутоиммунные заболевания. Помимо этого, перед введением препарата каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав его анамнез. И к другим темам. На сельхозугодиях Ингушетии идут уборочные работы: пшеница, овес, ячмень и рожь. Жатва зерновых проходит согласно графику, и даже жара не помеха для тружеников полей. Тем более нужно уложиться в сроки. О сборе урожая в ГУП «Магаз» расскажет наш корреспондент. Зерноуборочный комбайн в ГУПе «Магаз» работает на полную мощность. Сложная машина выполняет сразу 3 функции – жнет, молотит и веет. За рулем этой махины сидит Ислам Хидриев. Работать в такую жару, конечно, нелегко, делится водитель, но трудиться во благо населения им только в радость. Дигдер часку 9 примерно хоз яугл хаятри 9 часов хоз яугл хами этни влагивать проверки влага футмол тажимарка адул устро болби хай аккуратно хоз адул дали дружно хоз трейл безы деш трейл болби дох дох. Элитная пшеница сорта Танаис в этом году уродилась на славу, признаются аграрии. 150 гектаров были засеяны в сентябре прошлого года, и сегодня в ГУПе пожинают плоды со своих полей. С 1 гектара получается собрать от 35 до 40 центнеров пшеницы. К слову, не везде удалось получить такой богатый урожай. Плохая погода внесла свои коррективы в планы по сбору пшеницы. Вот там дальше, в Яндырке, вот, например, у нас пострадали, мы где-то пересеяли мы подсолнечник от градобития. В Шурхахах пересеяли от градобития 225 гектаров кукурузы. Мы нанесен ущерб, но все равно мы не сдались, быстро организовали, посеяли, пересеяли. Нельзя просто разбросать семена по полю и ждать, что колоски взойдут до небес. Будь то пшеница или ячмень, за зимами нужен тщательный уход. Речь идет о специальных удобрениях и лекарствах от всевозможных болезней. Очень важно перед сбором провести круговой обкос и пахоту. Это позволит уберечь близлежащие территории в случае пожара. Такие работы по сбору урожая проводятся по всему региону. Всего, значит, мы посадили, значит, на 19-20 годы 24 200 гектаров. Из них, значит, пшеница 11 тысяч, а зимой, значит, тоже где-то зимая пшеница, из них 13 тысяч, а зимой ячмень, значит, составляет где-то 11 тысяч. В региональном Минсельхозе создан уборочный штаб, где ежедневно обсуждается ход выполнения работ по сбору урожая. В этом году сельскохозяйственная отрасль планирует получить более 40 тысяч тонн урожая озимых культур. Что касается ГУПа «Магаз», то здесь хотят завершить все работы уже в конце этой недели. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. В МЧС предупреждают, что в период с 13 до 15 часов и до конца суток 21 июля, а также в течение суток 22 ночью и утром 23 июля местами в Республике Ингушетия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Будьте бдительны. Роспотребнадзор предупреждает, что с дегустацией арбузов и дынь лучше повременить. Высоки риски приобрести нитратный продукт, что не лучшим образом скажется на здоровье. Сотрудники надзорного ведомства регулярно проводят рейды по местам продажи бахчевых. На одной из таких проверок побывала Хава Газикова.
Несмотря на то, что официальный сезон продажи бахчевых еще не открыт, многие предприимчивые продавцы уже реализуют сочные ягоды по заниженной цене. Предупредить о возможных неприятных последствиях от их употребления берутся сотрудники Роспотребнадзора. Одна из таких продавщиц, Нахида Миржоева, за прилавком торгует давно. До этого продавала овощи и фрукты, а в этом году решила заняться торговлей арбузами и дынями. На вопрос, почему нет сопроводительных документов, отвечает просто – не знала. Это не рано, нормальное время уже. А вы не знаете, что сезон будет только в сентябре? А нет, везде это уже арбуз уходит уже. Везде уходит это. Вы не знаете, что нельзя их сейчас? Я не слышу ничего. И таких, как она, не знающих об элементарных правилах торговли бахчевыми, не один десяток. Документ никто не даешь, девушка. А вы не можете попросить у них? Попросить, я не знаю, никогда так по документам не работает. А сейчас после этого можно документ готовить, взять. Хранить сами арбузы и дыни нужно на специальном поддоне с сеном, а также накрыть тентом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей и ни в коем случае не покупать бахчевые частями или с надрезами. Мы видим, что реализация происходит у обочины дорог. Это недопустимо. Это и должен быть сам муниципальный контроль совместно с участковой службой. Должны быть отведенные места для реализации данного продукта. То есть, где им вздумается, где заблагорассудится, не должны они стоять. Они должны стоять на отведенном месте. Справка лабораторной экспертизе – главный документ, который должен быть на руках у всех продавцов. Но, как выявил сегодняшний рейд, безответственность наблюдается не только у продавцов, но и потребителей. Ведь сопроводительных документов никто особо и не требует. Вводим анализ на наличие нитратов и паразитологии на наличие яйцеглиста. Если они не соответствуют всем стандартам и техническим условиям, мы выписываем предписание и направляем их индивидуальным предпринимателям, то есть продавцам этих ягод. Если соответствует, то они могут и дальше реализовывать свои товары. А между тем врачи предупреждают, есть немалый шанс получить пищевое отравление, ведь основная опасность покупки арбузов и дынь в такой ранний сезон кроется в содержании в них солей тяжелых металлов, нитратов и пестицидов. Но последствия, высокие температуры, интоксикация, иногда для детей это очень плачевно заканчивается. Учитывая, что мы еще иногда можем этот разрезанный арбуз не всегда доесть, потом приходим к нему еще раз. Это вообще вдвойне страшная картина. Практически каждый знаком с простыми правилами для выбора идеального арбуза. Это кожура без трещин, глухой звук, а также сухой хвостик. Однако узнать количество содержащихся нитратов в сочной ягоде по этим признакам никак не удастся. Именно для этого и нужно запрашивать сопроводительные документы. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. С 20 июля в России запустили программу по переводу автомобилей с бензина на газ. Государство обеспечит автомобилистам меры поддержки в виде субсидирования из бюджета 60% от стоимости переоборудования. Кроме того, компания «Газпром» в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром Газомоторное топливо» субсидирует еще 30%. Владельцам авто останется оплатить всего 10%. Согласно программе, траты автовладельцев на топливо должны снизиться на 60-65% при переходе на газ. И это была вся информация к этому часу. До встречи в эфире.